Мы продолжаем с вами знакомство с документами героев Советского Союза из фондов Государственного архива Республики Татарстан. Сегодня мы поговорим с вами о Михаиле Петровиче Девятаеве. В фондах Государственного архива хранятся его фотографии, вырезки из газет, а также письма Героя Советского Союза. В 2017 году, к столетию со дня рождения Михаила Петровича Девятаева, в рамках сотрудничества между Республиканской архивной службой Республики Мордовия и Государственным комитетом по архивному делу Республики Татарстан была проведена совместная интернет-выставка, в ходе которой Государственному архиву Республики Татарстан также были переданы копии документов, хранящихся в Государственном архиве Республики Мордовия, посвященные подвигу Михаила Петровича Девятаева. Михаил Петрович Девятаев родился 8 июля 1917 года в селе Торбеево Спасского уезда Пензенской губернии на территории нынешней Республики Мордовия в многодетной крестьянской семье. В 1934 году, как вспоминает Михаил Девятаев, он приехал в Казань и поступил в речной техникум, одновременно посещая занятия в Казанском аэроклубе. В 1938 году стал курсантом Оренбургского военного авиационного училища. В том же году был призван в Красную армию. В 1940 году окончил Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени Ворошилова. С первых военных дней он сражался в Беларуси. В качестве младшего летчика со второго дня войны на своем И-16 Михаил Девятаев участвовал в воздушных боях. Во время войны был несколько раз ранен, но неизменно возвращался в строй. После сильного ранения в ногу Михаила Девятаева отправили в тыл, сначала в Ростов, потом в Сталинград. Затем в Саратовском госпитале ему сделали операцию и направили в Казань в специальный госпиталь для летчиков. Во время нахождения в госпитале Михаил Петрович Девятаев встречает свою будущую супругу Фаузию. В 1942 году, 29 ноября, Михаил Петрович и Фаузия Хайруловна Девятаева расписались в городском ЗАГСе города Казани. В архиве сохранились их совместные фотографии. В 1944 году Михаил Девятаев вновь становится летчиком-истребителем. 13 июля 1944 года вечером он вылетает в составе группы истребителей Р-39 под командованием майора Боброва на отражение налета вражеской авиации. В воздушном бою в районе Львова самолет Девятаева был подбит и загорелся. Приземлившись с парашютом в бессознательном состоянии, Девятаев попал в плен. Девятаева переводят из лагеря в лагерь, и в конечном итоге он попадает на остров Узидом в Балтийском море, где немцы испытывали свои ракеты Фау-1 и Фау-2. Сохранилась персональная карточка из концлагеря Михаила Петровича. В феврале 1945 года группа из 10 советских военнопленных овладела вражеским самолетом Хейнкель-3. Девятаев сумел поднять машину в воздух и, сориентировавшись по часам и солнцу, приземлился на родной земле. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1957 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. По ВРАБу он также стал почетным гражданином Мордовии. После присвоения звания Героя Советского Союза Михаил Петрович Девятаев окончательно вернулся в Казань. В речном порту вернулся к своей первой профессии – речника. Ему доверили испытания первого быстроходного катера «Ракета». Он стал и первым его капитаном. Спустя несколько лет уже водил по Волге быстроходные метеоры. О его подвиге писали в газетах и печатали в журналах. Михаил Девятаев до последних своих дней жил в Казани, работал, пока позволяли силы. Умер Михаил Петрович 23 ноября 2002 года. В 2005 году, в связи с 60-летием Великой Победы, в Казани в честь Михаила Петровича Девятаева была названа одна из улиц. Постановление об этом хранится в фондах Государственного архива Республики Татарстан.